Мы находимся в теплице, где выращиваются томаты коктейльного типа. Им уже 65 дней с момента всходов сеянцев. Вот. Этот вид томата опыляет шмели. Опыление идет на 100%, хотя считаются даже 80% опыление всех цветков считается нормальным. Раньше я их опылял гормонами. При ручном опылении гормоном зависть не так быстро образуется, я имею в виду плод не так быстро принимает размеры. И цветочек остается с краю плода, что при высокой влажности, да, вызывает гниль самого плода. Решил поэкспериментировать, значит, в прошлом году решил поэкспериментировать, взять шмелей. Опыление шмелями считается одним из лучших опылений, то есть лучше, чем всякий там гормон. То есть и помидор оплодотворяется быстро, вот, цветочек сбрасывается буквально на следующий день после опыления. Вот как видим, этот цветочек уже опылен, можно по тычинке определить, что он уже опыленный. Завтра этот цветочек уже будет вот такой, и буквально послезавтра цветочек падает и образуется сразу помидорчик. При установке, значит, этой семьи шмелей нужно обязательно сторону входных и выходных окошек направить на восток. Это очень важно, потому что у нас солнце встает, и они как бы более правильно ориентируются. Установить их нужно обязательно в более-менее темном, прохладном месте. Сверху обязательно сделать какое-то укрытие от солнечных лучей. Здесь находится сироп. Муравьи любят лакомиться, так скажем, этим сиропчиком. Чтобы предотвратить нападение этих муравьев, нижние, так скажем, стоечки надо смазать солидолом. Вот. Что еще могу сказать? Первое время после запуска, вот, пока у нас на растении мало цветочков, нужно их подкармливать питанием, так скажем. Это у нас перга. Рядом могут расти деревья, там, я не знаю, цветы, и, возможно, их это будет более привлекать, и они будут улетать. Поэтому, чтобы быть спокойным за оплодотворение томата, за опыление, вот, нужно использовать такие малярную сетку. Эта ячейка, вернее, у этой сетки более оптимальная, так скажем, ячейка. Заодно вы защитите, так скажем, томаты от моли и от бабочек. Цветок томата обоеполый – это означает то, что и мужской, и женские органы находятся в одном цветке. Для того, чтобы прошло качественное оплодотворение, считается, чтобы от 300 до 400 пыльцевых зерен попало на пестик. Когда пыльца попадает на пестик, она прорастает пыльцевой трубкой, доходит до завязи и происходит оплодотворение. Для того, чтобы это прошло качественно, обязательно необходимо соблюдать температурные режимы. Оптимум для опыления, для вызревания пыльцы – это 29 градусов. Свыше 35 градусов вызревшая пыльца теряет жизнеспособность. На оплодотворение влияет, кроме температурного режима, еще заболевания. Все корневые гнили, прикорневые, сосудистые, высокая еси грунта, галловая нематода. Венчик у цветочка отогнут назад. Мы видим пыльники, на них темные точки – это посещение шмеля. То есть так можно в конце
дня проходить и считать, сколько было посещения. Если же процент посещения от 60 до 70%, это значит семья здоровая и условия для опыления нормальные.